Мы объявляем аукцион, мы сохраняем цену и изменяем только один фактор. Не 30 дней, а 90. Для того, чтобы тому, кто участвовал в открытом аукционе, был хоть какой-то интерес. Больше ничего. Ничего незаконного, ничего, что противоречило бы, я не совершал. Но на каком-то основании, Ваша честь, еще хочу обратить внимание, что судом тоже пишется специально, что специально было 2 участника в следующем аукционе. Хотя они не нужны. Там мог быть и 1 участник. Зачем там 2 участника? Я только что зачитал. И с единственным участником на аукционе спокойно мы заключили договор. Но оказывается, что это я, 2 участников, которые якобы со мной были аффилированы, туда пригласил. Зачем? Если закон позволяет совершенно другое. И суд делает вывод, что в результате противоправных действий моих Авераж стал собственником здания. Каких противоправных действий? У меня было одно действие. Сохранить деньги бюджету. И на основании этого ничего не было сделано другого. Деньги бюджету были сохранены. Если сохранение денег бюджету это противоправные действия, ну тогда я не знаю. Более того, дальше делается вывод о том, что я в рамках, опять же, своего плана умышленно утвердил документацию об аукционе для проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на участие в долевом строительстве жилья на территории города Сыктывкара по программе переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2009 год. Информационной картой которой установлены дата проведения аукциона 20.11.2009 года. При этом Зеничев осознал, что установленный короткий срок для передачи жилья администрации является заведомо невыполнимым условием аукционной документации для потенциальных участников торгов, что ограничивает количество участников размещения заказа. Ваша честь. Дело в том, что и следствие, и обвинение, ну и, возможно, суд каким-то образом путают 2 понятия. Строительство с нуля и долевое строительство. Долевое строительство – это строительство объекта до получения акта ввода. 10%, 20%, 99,999% готовности объекта. Но если нет акта ввода, предприятие, обладающее этим имуществом, может участвовать в долевом строительстве. Федеральный закон об участии в долевом строительстве как раз. Номер 160 ФЗ от 16.10.2006. Пункт 1. Настоящий федеральный закон регулирует отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве. Это не строительство с нуля. Поэтому администрации и было выбрано, и на основании всех показаний, в которых говорится о том, что за 1,5 месяца невозможно дом построить, но его действительно невозможно построить. Но долевое строительство, еще раз говорю, оно возможно. Если у организации есть построенные квартиры в домах с готовностью 90, 80, 70, 95, какие угодно, они достроят это за очень короткий срок. И поэтому и была принята такая программа. При этом нарушать федеральную программу ни муниципалитет, ни республика не могут. Мы поэтому и просили вас обратить особое внимание о том, что сроки окончания программы, они не мной устанавливаются. Но суд почему-то решает, что мной. Это полномочия руководителя фонда. А программа эта принимается Госдумой как федеральный проект. Нарушать закон Российской Федерации ни я, ни кто-либо другой не может. И об этом прекрасно известно и следствию, и обвинению. Но почему-то они утверждают совершенно обратное. Вывод о том, что было что-то там дополнительно непонятно каким-то образом заработано или еще каким-то образом потрачено, опровергается опять же материалами
проверки, которые есть, материал уголовного дела, которое проводилось, я уже сказал, несколькими учреждениями. Общая сумма денежных средств, которые были потрачены в ОАО «Вираж» по условиям двух контрактов, составила 125 миллионов 288 тысяч рублей. Из полученных средств для осуществления строительства перечислила ОАО «Калипсо» 66 миллионов 847 тысяч рублей, ОАО «ПМС» 40 миллионов 21 тысяча рублей, ИП «Кукушкин», изготовитель проекта, 50 тысяч рублей, ОАО «Модулорстрой», подрядная организация, проводившая работу по наружному благоустройству, 3 миллиона 600, Райкину, производитель работ по усилению проекта, 590 тысяч. Таким образом, общая сумма средств, которые были затрачены ОАО «Вираж» на производство по завершению строительства жилого дома в соответствии с условиями муниципальных контрактов составила 111 миллионов 109 тысяч 658 рублей. Дополнительно установлено, что сумма налога, уплаченная «Вираж» в период проведения строительных работ по объекту в ИФНС России по городу Сыктывкару, составила 13 миллионов 856 тысяч 633 рубля, что в итоге составляет 125 миллионов рублей. Это затраты на достройку и налоги. А есть еще сумма основных средств, которые мы знаем, 40 миллионов рублей. То есть сумма всего затраченного на этот объект была 165 миллионов рублей. И все это передано в муниципалитет. А получено из муниципалитета 125 миллионов рублей. А «Вираж» получила прямых убытков 37 миллионов рублей. Прямых убытков, которые зафиксированы здесь. Прямые убытки. Плюс штрафные санкции. И все, что с этим связано. Но они не остановились, как ICT, не бросили, не уехали. И ICT сейчас все ходят на свободе, все спокойно, все смеются. А я вместе с «Виражом» нахожусь здесь. Потому что они выполнили свои работы в ущерб. В 38 миллионов своих собственных денег положили. И это есть материал уголовного дела. Но на это никто не обращает внимания, делается вывод, что, оказывается, я был настолько заинтересован в благосостоянии Головановой, что, грубо говоря, опустил ее имущество на 37 миллионов рублей.